Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистан с официальным визитом прибыл губернатор Санкт-Петербурга. Объявлен тендер на строительство новых жилых домов в Байрам-Али. В Туркменистане приступили к сбору хлопка и другие новости. Александр Беглов, во главе делегации правительства Санкт-Петербурга, прибыл с официальным визитом в Ашхабад. Глава северной столицы встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также национальным лидером туркменского народа Гурбангулой Бердымухамедовым. Стороны обсудят вопросы сотрудничества в экономической, гуманитарной и социальной сферах, а также проекты, которые петербургские компании реализуют в Туркменистане. Кроме того, губернатор Петербурга посетит новый город Аркадак, где будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и хакимликом города Аркадак. Хакимлик Марийского вилаята объявил тендер на строительство 24 четырехэтажных многоквартирных жилых домов в городе Байрам-Али. Строительство будет осуществляться за счет долгосрочных банковских кредитов в рамках запланированного второго этапа жилого комплекса. Новые дома будут располагаться в центре города и будут иметь общую площадь около 40 тысяч квадратных метров. В каждом доме будет по 8 квартир, в том числе однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. К массовому сбору хлопка приступили в Туркменистане. Важная сельскохозяйственная компания стартовала в Ахалском, Балканском, Либабском и Марийском вилаятах. Ташогузский регион с учетом почвенно-климатических условий присоединится к сбору 15 сентября. В нынешнем году в целом по стране с 580 тысяч гектаров земель намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн белого золота. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил агентству транспорта и коммуникаций подготовить новые предложения по увеличению направлений и количества воздушных сообщений, осуществляемых в зарубежные страны, а также улучшить условия для приобретения авиабилетов посредством цифровой системы. Глубокие соболезнования королю Марокко в связи с произошедшим в стране сильным землетрясением, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и масштабным разрушениям, направил президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства также выразил от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Необычный модный показ прошел в Нью-Йорке в рамках недели моды. Модный дом Карина Страда вывел на подиум моделей всех комплекций, рас и возрастов. Причем на лицах у всех застыли почти одинаковые неестественные улыбки. В процессе показа улыбка постепенно сходила с лица моделей, так они демонстрировали, что чувствуют на самом деле. В Великобритании семейная жизнь двоих молодоженов закончилась через сутки после свадьбы громким разводом из-за неудачной шутки с тортом. Незадолго до свадьбы невеста предупредила жениха, что терпеть не может шуток с бросанием в лицо кусков праздничного торта. Жених не внял предупреждением и на свадебной церемонии все же кинул в лицо невесте куском торта, испортив ей праздничный макияж, прическу и платье. Девушка сразу же покинула церемонию. Попытки жениха и родственников невесты образумить девушку ни к чему не привели. Оскорбленная невеста подала на развод меньше, чем через сутки после свадьбы, так как сочла, что жених не умеет и не желает прислушиваться к ее просьбам. В Шымкенте проходит финальный этап командного чемпионата Азии по теннису среди детей не старше 12 лет. В соревнованиях среди мальчиков принимает участие сборная Туркменистана, которая завоевала путевку в финал после успешного выступления на первенстве Центральной Азии в Ашхабаде в июне этого года. Соперниками туркменской команды на групповом этапе станут сверстники из Гонконга, Ирана и Таиланда. Руководство немецкого футбольного союза освободило Ханс-Дитера Флика от должности главного тренера сборной Германии. Днем ранее немецкая сборная потерпела поражение от команды Японии в домашнем товарищеском матче, который закончился со счетом 1-4. Ханс-Дитер Флик находился во главе сборной Германии с мая 2021 года. Под его руководством команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Казахстана по футболу со счетом 1-0 победила команду Северной Ирландии в матче 6-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Казахстана набрала 12 очков после 6 матчей и вышла на второе место в турнирной таблице группы H. Первое место занимает команда Финляндии. Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по 2 лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.